Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. По данным Минэкономразвития, в России с начала 2019 года в стране было закрыто 668 тысяч юридических лиц. Причем все они относятся к сектору малого и среднего бизнеса. Каковы причины сокращения количества предпринимателей? К чему приведет отмена с 2021 года единого налога на вмененный доход? И что могут ввести вместо вмененки? Об этом мы сегодня поговорим с нашим гостем. Это уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Саха-Якутия Айталина Соколова. Айталина Валерьевна, здравствуйте. Добрый день. За последние 4 года количество предприятий малого и среднего бизнеса сократилось на 5 с небольшим процента по данным Федеральной налоговой службы. При этом прогнозы говорят о том, что в ближайшее время могут закрыться еще около 300 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. Какие тенденции у нас в регионе в этом отношении и какие причины, как вы считаете, такого положения дел с таким вот повальным закрытием? Да, действительно, на сегодняшний момент наблюдается снижение количества субъектов малого предпринимательства, в том числе и по Дальнему Востоку, и у нас в республике. Эта цифра примерно равна, собственно, среднероссийскому показателю. На сегодняшний момент это в республике зарегистрировано порядка 47 тысяч субъектов малого бизнеса, из которых большая часть индивидуальные предприниматели из числа микропредприятий, те, которые небольшие. И, собственно, вот этот спад, он наблюдается достаточно уже давно, начиная с 2013 года. Тем не менее, мы видим, наблюдаем, что таких резких роста субъектов малого бизнеса в целом и по Дальнему Востоку, во всяком случае, у нас в республике не наблюдается, хотя цифра стабильная, так скажем. Да? То есть есть понятие естественная убыль, но тем не менее сегодняшние причины, которые мы можем отмечать, это тот рынок, розничный рынок, который на сегодняшний момент в большей части присутствует в числе микробизнеса. Структура рынка меняется, потребитель уходит к более крупным предпринимателям, рост сетевых компаний, интернет-торговля, так сказать, предоставление услуг и прочее. Да? И, естественно, в такие колебания структуры рынка наиболее подвержены и наиболее чувствительны это как раз часть микробизнеса. Дело в том, что в республике у нас больше 600 населенных пунктов, из них всего 8, численность населения которых превышает 10 тысяч населения. Соответственно, большая часть – это, конечно, предприниматели, которые обслуживают население тех улусов, районов, сел, где население не такое значительное, и оно, конечно, наибольше подвержено колебаниям, связанным с изменением структуры рынка, и в целом уровень потребительской, покупательской способности падает. Это общая такая тенденция, которая присутствует. И это, конечно, не может не отражаться на бизнесе, безусловно. Вопрос, который в последнее время очень активно, скажем так, обсуждается, это отмена единого налога на вмененный доход с 1 января 2021 года. Эксперты говорят, что это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, что могут недополучить очень много бюджеты. Как вы считаете, что может повлечь за собой введение этой нормы? Мы считаем, что снять совсем со счетов единую систему, которая зарекомендовала себя с 90-х годов, которая выручила очень многих предпринимателей, мы считаем это преждевременным. И на сегодняшний момент та альтернатива, которая существует единому налогу на вмененный доход, там патентная система, либо упрощенная система, какими бы они ни были, но они все-таки не отвечают основным запросам той категории предпринимателей, которые на сегодняшний момент работают. Потому что ЕНВД система достаточно простая,
она прогнозируемая для предпринимателя, то есть человек может понимать, какие расходы у него предстоят. Она очень удобная достаточно, да, в понимании простого предпринимателя, не имеющего там специального бухгалтерского, экономического там образования. Ну и практика показывает, что вот именно та часть, это порядка 30% субъектов малого бизнеса, которые на сегодняшний момент, это, кстати, 16 тысяч предпринимателей сегодня в республике, которые работают на этой системе ЕНВД, значит, вот для этой части бизнеса, которая как раз-таки работает все на розничном рынке, то есть это не только торговля, это и услуги, и ветеринарные клиники всевозможные, там, небольшие косметические услуги, там, и в том числе и, безусловно, торговля. Это как раз вот та категория в самозанятости в какой-то степени, да, которая вот пострадает на сегодняшний момент. И сейчас трудно говорить о каких-то таких серьезных цифрах, прогнозировать, сколько у нас предпринимателей уйдет в тень, но на сегодняшний момент альтернативы адекватной вот этой системе сегодня нет. Патентная система, которая существует, как бы там ни было, мы на сегодняшний момент, республика сделала большой рывок вперед и патентную систему рассмотрела с разных сторон и подстроила ее по уровню доходности и так далее. Но сама по себе система несовершенна, очень много в ней всевозможных таких проблем администрирования и вообще введения вот этой системы не очень удобно. И она, конечно, не зарекомендовала себя на сегодняшний момент, и поэтому она заменить ее, как нам предлагается, да, на сегодняшний момент нечем. Поэтому вот это поручение, которое было озвучено Дмитрием Анатольевичем Медведевым в свое время о том, чтобы пересмотрели всю систему, все системы налогообложения и, может быть, по-новому как-то с новым взглядом, с новыми потребностями, так сказать, подстроили те существующие системы, видоизменили. Вот оно достаточно актуально, и мы очень надеемся на то, что все-таки либо оставит эту систему налогообложения на сегодняшний момент, чтобы она еще поработала, да, либо предложит адекватную альтернативу. А вот, в принципе, вот эта инициатива группы депутатов Госдумы продлить режим ЕНВД на Дальний Восток и Арктику до 2024 года, в принципе, будет принят тогда на ура, скажем так, нашими предпринимателями. Но мы да? очень надеемся, тем более Дальний Восток, районы Крайнего Севера, Арктики, это как раз та территория, где наиболее чувствительный рынок, потребности населения. Тут и транспортная система достаточно сложная, и интернет-доступность в любом случае, как бы там ни было, какие бы усилия не прилагали к этому, но есть определенные трудности. И связанные все вот новшества, которые на сегодняшний момент есть, и онлайн-кассы, и маркировка товаров, оно все, конечно, завязано на вот интернет ресурсах, и, естественно, здесь будет очень много проблем. Поэтому надо, конечно, смотреть гибче, и вот эта инициатива, мы очень надеемся на то, что ее поддержат депутаты, либо в какой-то степени, может быть, правительство какую-то новую позицию примет, да, по системе налогообложения. Ну а можно ли говорить о том, что вариант налога на профессиональный доход может стать достойной альтернативой ЕНВД, если его действия распространят на территории всей страны? Да, действительно, система тоже зарекомендовала себя в Казани, в Калуге, была апробация в Москве и Московской области. Но надо понимать, что это все-таки несколько суть другая. Здесь обеспечение самозанятости, да, то есть это вот какой-то небольшой дополнительный приработок. И, насколько я помню, там без привлечения еще наемных работников. Без привлечения наемных работников, что очень важно. Да? И поэтому, когда вот такие предложения звучат, что будет налог на профессиональный доход, и вас это вполне должно устроить. Ну, я имею в виду, предпринимателя это должно вполне устроить. Да? То здесь оно несколько ошибочно, потому что ЕНВД все-таки применение его достаточно широко. Здесь и наемные работники можно, так сказать, иметь, и
ограничений по доходу там нет, так сказать, и удобства. Вот. Поэтому одно другим заменить нельзя. Поэтому здесь несколько другие моменты, но тем не менее вот этот налог на профессиональный доход, конечно, безусловно, он поможет, он даст какой-то толчок, всплеск для того, чтобы люди обеспечивали себя дополнительным приработком, легализовывали свои доходы, несколько творчески относились к своей, так сказать, деятельности. Но это определенная ступень для того, чтобы бизнес развивался дальше. То есть мы же не можем, как говорится, рост, он не может быть спонтанным. В любом случае он идет, так сказать, постепенно, поэтапно. Поэтому это вот определенная ступенька, которую нужно пройти любому гражданину, кто вот решает создать собственный бизнес. Вот. А потом уже далее переходить, так сказать, на другую категорию. Ну, то есть наша республика, в принципе, к введению режима налога для самозанятых готова и с удовольствием, скажем так, вступит в этот эксперимент. Получается. Я думаю, что здесь таких препятствий не должно быть основных, да, потому что в любом случае это позволит выйти из тени той категории населения, которая на сегодняшний момент работает в теневом секторе, да, то есть это и услуги практически все оказываются, да, и поэтому я думаю, что да. Ну вот тот спад, о котором мы говорили в начале нашей беседы, спад субъектов малого и среднего предпринимательства, что нужно сделать, чтобы его остановить, скажем так, обернуть этот процесс вспять и для того, чтобы увеличилось количество предпринимателей, эксперты считают, что нужно полностью пересматривать и законодательную базу, и базу налогообложения, меры господдержки, каким-то образом изменять. Ваша позиция на этот взгляд? Мы считаем, что те механизмы государственной поддержки, которые на сегодняшний момент существуют, для вот его, ну, все же меняется, да, то есть мы не можем сравнивать состояние, которое было в 90-е годы и сейчас, да, то есть поэтому те меры, которые есть, их нужно актуализировать, где-то что-то пересмотреть, трансформировать с учетом нынешних реалий, больше кредитных средств, больше компенсации процентных ставок, если как таковые, значит, есть такие возможности, да, пересмотр вот этой налоговой системы полностью, да, то есть упорядочить с учетом всех проб и ошибок, да, вот это, собственно, вот тот вот постепенный рост, чтобы у граждан был, да, то есть начиная с профессионального налога, с единого налога на вмененный и так далее, да. Вот. И, естественно, больше возможностей для участия во внешнеторговых там операциях, экспортных операциях. Да? То есть здесь поддержка государства, безусловно, должна быть направлена вот в эту сторону. Айталина Валерьевна, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Вам спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.